Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий в стране и в регионе. Сегодня мы поговорим о работе научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич в Гагаузии, о том, как движется политика и действия со стороны исполнительной власти и государственных органов власти в плане развития гагаузского языка и поддержки определенных научных исследований в ходе становления истории гагаузского языка и преподавания его в школах и о многих других вопросах, которые касаются этой сферы. И сегодня наш гость, директор научно-исследовательского центра имени Марии Васильевны Маруневич Ирина Анатольевна Константинова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Рад вас видеть. Ну, вы традиционно пришли с большим количеством продуктов, скажем там, и публикаций, которые выходят под эгидой научного центра. В общем, это, в общем, безусловно, положительный момент, потому что во всяком случае хоть что-то делается для гагаузского языка и культуры и истории. Я бы хотел начать наш разговор с недавнего события. Почему начать с гагаузского языка? Потому что в последнее время мы знаем, что есть очень много критики со стороны разных организаций, личностей в Гагаузии, которые считают, что недостаточно принимается мер для того, чтобы увеличить распространение гагаузского языка, чтобы к нему было больше интереса. На самом деле мы знаем, что проблема есть, и, в общем-то, причин, наверное, много, в том числе и социально-экономические, не только уровень какой-то политики управления образования или научного центра. Но давайте по порядку, потому что, по-моему, месяца полтора назад на базе университета Крянке была организована конференция по положению гагаузского языка совместно Министерства образования и науки и научного центра. У меня есть определенные, наверное, вопросы с подтекстом в этом плане, но давайте все-таки по порядку, потому что я был на нескольких встречах ранее, в течение 1,5-2 лет, в которой участвовала Майя Санду, президент страны, и она неоднократно заявляла о том, что власти Молдовы заинтересованы в том, чтобы сохранять и расширять применение гагаузского языка. В том числе шла речь о том, чтобы создать какую-то комиссию, должны были приезжать специалисты ЮНЕСКО. Возможно, что эта конференция стала итогом каких-то таких заявлений, но для чего была сделана эта конференция? Потому что в моем понимании, когда речь идет о создании каких-то комиссий, круглых столов, то ждать скорых результатов не приходится. Такова, извините, суровая практика молдавской реальности. Что дала эта конференция? Во-первых, добрый день. Хочу сказать, что я благодарна вам за то, что вы пригласили в эту студию, потому что наш последний визит в вашу студию и на LoveMD в программу «Фокус» это был 23-й год. У нас тогда была возможность рассказать аудитории вашей и всей Гагаузии о том, чем занимается научный центр Гагаузии. В этом году, вы знаете, я хочу начать с того, что да, вы правильно сказали, что очень много критиков, очень много людей, которые знают больше, чем те, кто принимает решения и политики в области гагаузского языка. С одной стороны, да, может это правильно, с другой стороны, когда критикуют люди, которые вообще не имеют никакого отношения к лингвистике, и это делают довольно-таки непрофессионально, просто для того, чтобы очернить имя того или иного руководителя или ту или иную структуру, это неправильно и некорректно. И, наверное, сегодня с вашей этой трибуны мне хочется сказать, что все, кто не знает, чем занимается научный центр Гагаузии, как продвигается исследование в области гагаузоведения, мы открыты, приглашаем в научно-исследовательский центр, чтобы они увидели, как работается, какие исследования проводятся, потому что всегда окончательный продукт научной деятельности это минимум 3-4 года плодотворной работы, если мы говорим конкретно о научных исследованиях. Если мы говорим о каких-то образовательных продуктах, да, методических пособиях, словарях и так далее, это 2 года. Если мы говорим о каких-то срочных проектах, которые нужны прямо сейчас, так как рода плакатов, каких-то
карточек, то это год работы. Поэтому, исходя из того, что в научном центре есть два отдела, которые непосредственно занимаются языком, это отдел языка, литературы и фольклора и отдел терминологии, в которых работает по 3 человека, чтобы вы понимали, 6 человек сегодня не решают проблему гагаузского языка, как бы нам это ни хотелось. Что касается вообще инициатив страны в области гагаузского языка, вы знаете, что еще в 2023 году, будучи в команде Ирины Федоровны Влах в исполнительном комитете, будучи членом исполнительного комитета, мы вместе с министерством, с нашим управлением образования, с Натальей Николаевной Кристевой, с управлением культуры Гагаузии, мы формировали программу, национальную программу по развитию гагаузского языка. Эта программа рассчитывалась, исходя из тех необходимостей региона, исходя из тех возможностей региона и необходимой поддержки государства именно в области гагаузского языка. Программа была довольно-таки серьезная, рассчитана была на 5 миллионов лей. Несколько раз передавалась, соответственно, по почте и в президентуру, и в министерство, но, видимо, все-таки окончательное решение было принято уже в этом году. Это был февраль месяц, когда Министерство образования и исследований Республики Молдова приняло решение на себя, волевое решение, что все-таки стоит обсуждать гагаузский язык уже на уровне республики, и была принята программа на 26-27 год, в которой вошло множество различных мероприятий, в том числе и мероприятий, предложенных научно-исследовательским центром Гагаузии. В ряд этих мероприятий входят это издание словарей, это подготовка куррикулумов для преподавания гагаузского языка, это в том числе и стажировка педагогов гагаузского языка в Турецкой Республике, это конференция, вот в том числе, о которой вы говорили, которая прошла 29 апреля. И это была символичная дата, потому что было предложение, чтобы в год 165-летия Михаила Чекера провести такое мероприятие на уровне страны. Конечно же, важно было, чтобы на этом мероприятии присутствовали первые лица страны. Очень важно было, чтобы на этом мероприятии участвовали доноры, которые заинтересованы в продвижении гагаузского языка. И, наверное, мы, научно-исследовательский центр и управление образования, впервые на уровне страны представили свои выступления, свои доклады, свое видение в области гагаузского языка. И для нас, наверное, я так скажу, что было очень важно все-таки прийти туда с конкретным каким-то результатом. У нас была возможность выступить 2 раза, то есть это первое было представление социологического опроса, который мы проводили на территории гагаузской автономии. Вот. И целью этого опроса было все-таки провести анализ состояния современного гагаузского языка. Анализ, конечно же, показал очень хороший и очень интересный результат. Да, мы знаем, что гагаузский язык не используется повсеместно, как бы нам хотелось бы. Мы знаем, что молодежь не так часто его использует в повседневной жизни. И большая часть акцента все-таки изучения гагаузского языка делается на образовательные учреждения. Это дошкольные учреждения и это общеобразовательные учреждения, лицеи, гимназии, автономии. С другой стороны, мы получили очень интересный ответ от опрашиваемых. И они конкретно говорят, что есть важные маркеры, с которыми можно работать. То есть гагаузский язык любят, гагаузский язык хотят знать, гагаузский хотят использовать. Но есть определенные проблемы, над которыми нужно работать. Первое. У нас очень слабый гагаузский контент. Если мы говорим о информационных каких-то порталах, если мы говорим о телевидении, если мы говорим о радио, о конкретных инструментах, которые используются в соцсетях и являются сегодня главным информационным полем для гагаузской публики, это конкретно нехватка хорошего, качественного продукта. Инна Анатольевна, ну вот я скажу о опыте LoveMD, потому что мы 2 года назад имели поддержку со стороны Европейского фонда демократии и пытались запустить в том числе и публикацию статей на гагаузском языке и создание в том числе и видеоконтента, но он не имеет спроса у аудитории. То есть, получается, ресурсы затрачиваются, а люди просто мало смотрят, а читают еще меньше на гагаузском языке. То есть я понимаю, что может быть один из маркеров, и нужно
через массовость это делать, но нету аудитории желания читать и смотреть такой контент? Ну, я вам так скажу, Виталий Дмитриевич, что сегодня говорить о результате одного или двух проектов, это очень малый, наверное, период времени, который был запущен. Это не должен быть только контент LoveMD. То есть это массовое внедрение современного контента для молодежи, потому что сегодня использование и применение гагаузского языка в территории все-таки большая часть зависит от молодого поколения. Почему мы работаем системно? Потому что говорили в 60-х, 70-х, 80-х годах практически все население Гагаузии. И было сложно сказать, что когда внедрялось образование на русском языке, что у нас все говорили свободно на русском языке, а вот гагаузский, к сожалению, оставался вторым. Наоборот, это сейчас у нас проблема. Сейчас все говорят сплошь и рядом на русском языке, уже мы видим, что большая часть говорит даже на румынском языке, и меньшая часть все-таки говорит на гагаузском языке. Это системный подход ко всем структурным подразделениям, ко всем, наверное, отраслям и так далее. Поэтому сегодня задача, если стоит не только для телевидения, для радио или других платформ, сегодня стоит задача о том, чтобы гагаузский язык сделать языком повседневной жизни. Если мы говорим о молодежи, то мы должны быть молодежеориентированными. Мы видим, что очень часто в соцсетях, например, мы проводили тоже такой анализ, хотят молодежь писать на гагаузском языке. Да, некоторые пишут правильно, некоторые пишут с ошибками. И мы опять же видим вот эту вот массовую критику относительно использования гагаузского языка. Ты неправильно написал, ты использовал больше турецких слов, ты там использовал неправильную грамматику и так далее. И вот эти вот, получается, всплески мотивации тут же убиваются опять же самой же аудиторией. Наша задача научного центра в этой системе создать возможные инструменты для того, чтобы молодежь использовала эти инструменты качественно для гагаузского языка. Вот именно на этой конференции было представлено уже во второй секции доклад мной о том, как в информационном пространстве использовать цифровые технологии. И я вам скажу, что сегодня, вот, например, мы видим, что используются электронные игры. Да, вот, используются электронные словари. И вы видели, наверное, мы запустили тоже, есть такой словарь «Полиглот», многие о нем знают, мы его переиздавали уже в современной редакции, как говорится, в более современном гагаузском языке, используем правила орфографии и пунктуации гагаузского языка. И наш коллега его перевел на электронный формат. Сегодня уже есть возможность, зайдя на сайт научного центра, зайдя вот на тот блок, посвященный электронному словарю, в поисковике на 4 языках искать те или иные слова, которые есть. И там около 30 тысяч терминов на одном языке. То есть это довольно-таки хорошая цифровая база для того, чтобы правильно использовать гагаузский язык. Но это только малая, как сказать, капля в большое море, которое мы должны вместе все сделать. Следующая задача, которая стоит перед нами, это гагаузский язык сделать языком использования в искусственном интеллекте. То есть Google Translate, который дает сегодня возможность перевести любой язык, которым ты владеешь, на язык, которого ты не знаешь, и использовать его в современных условиях орфографии и пунктуации правильно. К сожалению, у нас этого инструмента сейчас нету. Мы сейчас работаем плотно с донорами для того, чтобы возможность была сотрудничества с серьезными институтами, где развиты информационные технологии, где хорошее программирование и серьезные специалисты именно в этой области, для того, чтобы создать правильный вот это вот, как сказать, правильный контент или правильные платформу, инструменты, да, для того, чтобы гагаузский язык стал языком искусственного интеллекта. Это позволит сегодня, во-первых, решить, наверное, все желания молодежи. Это позволит, допустим, печатание в Word гагаузского языка сегодня автоматически исправлять все ошибки грамматические, которые есть, потому что вы знаете, что этот инструмент есть во многих языках, распространенных в мире. Почему гагаузский язык должен оставаться в стороне? Вот эти те проблемы, которые должны мы сегодня решить на государственном уровне. И благодаря
пониманию исполнительного комитета, благодаря пониманию сегодня Министерства образования и исследований Республики Молдова и, конечно, поддержке вот всех заинтересованных сторон, я думаю, что нам удастся, может быть, не в этом году, но на следующий год на самом деле внедрить эти технологии, гагаузский язык, ввести в часть мировых языков, понимаете, и для использования. И это, наверное, самое важное, потому что у всех, кого бы меня опрашивали, однозначно ответ: я хочу использовать гагаузский язык в своей жизни, я хочу говорить на гагаузском языке. И сегодня недостаточно только создавать, как вы говорите, политики, комиссии, различного рода там стратегии и так далее, документы, которые просто останутся на полке. Сегодня нужно говорить о повседневном доступе к человеку, о том, чтобы все продукты, которые мы делаем, научный центр, все продукты, которые делает управление образования, управление культуры, были доступны вот прямо сейчас и в любом месте, в любой точке доступа. Потому что, как вы знаете, в 2010 году ЮНЕСКО объявила гагаузский язык исчезающим языком. Буквально в прошлом году, то есть он был вот прямо на грани, как говорится, исчезновения. В прошлом году буквально поднялся на одну ступень статус гагаузского языка. И мы, я вам скажу, что, наверное, с 2019 года вот те продукты, которые делаются совместно всеми управлениями образования, всеми, вот как вы говорите, информационными порталами, всеми людьми, которые заинтересованы в продвижении гагаузского языка, это результат. То есть сегодня вот этот нарощенный темп интереса, заинтересованности в продвижении, сохранении гагаузского языка, если он будет также продолжаться в ближайшие 5 лет, то я вам скажу, что все-таки количество людей, которые будут говорить на гагаузском языке, увеличится. И сегодня вот следующая задача, которая стоит перед нами, это не только работать на тех людей, которые живут в Гагаузии. Потому что, исходя из тех миграционных процессов, которые происходят в мире, мы видим, как легко сегодня наша молодежь переезжает в разные страны мира. Мы видим, как легко они получают образование в любых институтах мира, которых им хочется, нравится и по той специальности, которая им интересна. И если перед нами стояла, допустим, 10 лет назад задача о том, чтобы гагаузский язык знали те, кто живут в Гагаузии, то сегодня для нас задача, чтобы институтом, который будет распространять гагаузский язык, качественный гагаузский контент, качественный гагаузский продукт, это был научный центр и институт для всех гагаузов, которые проживают неважно в какой стране. И дать им доступ к этой информации, которую мы создаем, книгам, словарям, продуктам, для того, чтобы они могли, нажав на определенный клик, скачать себе в компьютер и чувствовать себя дома в Испании, Италии, Франции, Германии, Бразилии, неважно где, но чувствовать себя гагаузом там. То есть мы должны дать им то, чего они не могут найти у себя, на своем языке. И мы говорим не только о гагаузском языке, о переводе этих всех публикаций на массовые языки: английский, французский, немецкий, распространенные в мире. Потому что мы уже эту практику начали развивать, и вот переводя несколько наших популярных хороших книг о гагаузах, мы получили ответ о том, что ой, а вы знаете, а мы не знали, что вот есть такие книги, мы не знали, что такая есть публикация, мы не знали, что есть вот такие научные труды. Буквально на прошлой неделе у нас был с визитом ознакомительным Верховный комиссар ОБСЕ. И вы знаете, меня вот взяла гордость за то, что он сказал: вы знаете, я в стенах этого центра был в 2016 году, только когда вот было становление в науке в Гагаузии, и тогда, говорит, я видел стены, я видел людей, я видел вот ваши оборудованные кабинеты, и буквально несколько публикаций, которые вы только-только начинали вот в своей работе. Сегодня, говорит, я увидел, что здесь уже системная ведется работа. У вас достойный институт, который занимается гагаузоведением. И говорит, мне приятно, что я вижу продукты, которые востребованы не только у вас в Гагаузии, но и повсеместно гагаузам, которые проживают на Украине, в России, в Болгарии, в Греции и так далее. Инна Анатольевна, вот вопрос, который я хотел вам задать по поводу той конференции, которая прошла в Кишиневе.
Ну вот я задался таким вопросом, почему конференция по гагаузскому языку прошла в Кишиневе и на базе университета имени Крянка. Да, я понимаю, что там находится кафедра гагаузской филологии, которая изначально была одна из первых, наверное, в стране. Но сегодня есть Камрадский госуниверситет. Мы знаем, что кафедра гагаузской филологии испытывает не самые лучшие времена, в том числе из-за того, что молодые люди не заинтересованы идти по этой специальности, получать высшее образование. Почему конференция не прошла в Камрате на базе научного центра или на базе Камрадского госуниверситета? Потому что, если вы слышали, изначально я сказала, что очень важно было, чтобы на этой конференции участвовали люди, которые слышали нас на уровне страны. Понимаете, когда бы мы можем сделать миллион конференций, миллион круглых столов различного уровня у себя в территории, нас слышат только те, кто живут здесь. Да, может быть, проводят аналитику посольства, может быть, доноры проводят аналитику тех мероприятий, которые проводятся здесь. Но когда это мероприятие проводится на уровне страны и участвуют в этом мероприятии первые лица страны, то к этому мероприятию совсем другой интерес, совсем другое внимание. И, конечно же, аналитика уже экспертов к этому мероприятию совсем другое. Многие вещи, которые мы говорили, были услышаны экспертами из Германии, с Англии. Я вам скажу, что буквально после этой конференции, после наших выступлений, наверное, около 6-7 предложений пришло в научный центр. До сих пор, будучи в этом году, нам будет 15 лет в этом ипостаси, в которой мы работаем, с 2011 года. До сих пор конкретных предложений о проектной работе, о каких-то там участиях в международных конференциях, представлению гагаузского языка у нас не было. Я это открыто говорю. Я сегодня хочу сказать, что выступление именно на площадке республиканского уровня дало возможность нам показать, рассказать о себе, представить себя, сделать себе, как сказать, простую рекламу того, что мы делаем. Потому что очень многие не знают и очень многие спрашивают, почему вы не показываете те продукты, которые вы делаете, почему вы их не рекламируете. Потому что, во-первых, научный центр не должен заниматься рекламой. Потому что научный центр должен созидать и готовить продукты, которые полезны. А уже допустим, такие информационные платформы, как ваша, LoveMD, там еще ряд других, они должны промоверовать эти продукты, должны промоверовать их молодежь, которая их использует. Потому что все, что мы не делаем для себя. И если вы увидите в каждой книге, которая представлена сегодня, это только часть того результата, который был сделан командой научно-исследовательского центра. Мы с большой любовью привлекаем педагогов, очень интересных, приятных людей, которые хотят тоже сделать полезные продукты. Буквально в этом году мы совместно с управлением образования Гагаузии издаем 9 продуктов педагогов. Это может быть, как скажем, новаторские какие-то продукты. Некоторые издают методическое пособие по преподаванию какого-то предмета. Там, допустим, для 5, 6, 7 класса. Одни представляют вид новой прописи, которая необходима для учащихся, например, первых классов. Другие представляют сборник тестов, которые считают, что для их учащихся это будет интересный сборник, который поможет им сдать экзамен там, в 9 классе или в 12 классе. То есть это мы видим, что та политика, которая ведется на уровне исполнительной власти, она правильная, она дает возможность людям открывать свои способности. И наша задача сегодня, наоборот, как можно больше привлечь людей, заинтересованных в продвижении гагаузского языка. Насколько будет больше людей, настолько будет интереснее, полезнее и качественнее продукт. Я вам скажу, что после того, как мы представили социологический опрос, мы дали конкретные рекомендации управлению образования, например, управлению культуры и ряд другим учреждениям, которые занимаются продвижением гагаузского языка. Я вам скажу, что если мы все вместе все эти рекомендации выполним, то в ближайшие 5 лет гагаузский язык будет совсем на другом уровне. Конечно же, не надо забывать и о законе о расширении сферы применения гагаузского языка. Вы мне чуть-чуть опередили, потому что этот закон
за внедрение которого часто критикуют даже автор этого закона и управление образованием, и те структуры, которые занимаются внедрением положений этого закона. И я понимаю, что, возможно, что вопрос, например, преподавания в школах частично на гагаузском языке не совсем ваш адрес, но в любом случае думаю, что вы владеете ситуацией. Вот как обстоят сегодня дела, даже с предметом история культуры, традиций гагаузов, и даже с теми предметами, которые планировалось перевести на гагаузский язык, там, физкультура еще. То есть сегодня это работает или проект как бы так получил пилотные... Вы знаете, я вам скажу, что это работает, и это очень успешно работает. И благодаря тому, что несколько лет назад в Гагаузии было выбрано мультилингвальное образование, то есть вот это вот новый подход к образованию, перевод ряд предметов на различные языки, которым владеют сами педагоги и на профессиональном уровне, то сегодня правильно мы говорим, что 4 дисциплины уже дополнительно преподаются на гагаузском языке. Это технологическое воспитание, музыкальное воспитание, это физическое воспитание и изобразительное искусство. То есть вот эти 4 предмета уже преподаются на гагаузском языке и уже хорошо преподаются на гагаузском языке. Помимо этого, ряд учебных заведений, насколько я владею информацией, преподается на гагаузском языке и математика, и физика, и химия, и биология, и география. То есть фрагментарно мы это уже знаем, это уже делается. Вот сейчас, благодаря вот этой программе, которая была представлена в феврале месяце, утверждена министерством, научно-исследовательский центр готовит куррикулум для преподавания гагаузского языка для взрослого населения, который позволит нам провести курсы повышения квалификации для педагогов, которые будут преподавать неязыковые дисциплины на гагаузском языке. И это впервые будет, чтобы вы понимали. То есть сегодня мои коллеги разрабатывают специальный курс, разрабатывают специальные методические пособия, и готовят словарный запас маленьких таких небольших предметных словарей для того, чтобы провести эти курсы повышения квалификации для педагогов, которые хотят преподавать свои предметы на гагаузском языке. И это очень отрадно, потому что мы видим, что гагаузский язык не остается только в 2-часовой программе обучения, гагаузский язык и литература, история, культура и традиции гагаузского языка, а это расширяется его сфера применения уже на другие предметы. Что касается истории, культуры и традиций гагаузского языка, вы знаете, до сих пор мы с управлением образования Гагаузии были свой местный куррикулум по этой дисциплине, но он не был утвержден министерством. В прошлом году под эгидой министерства разработан куррикулум по истории и культуре гагаузского языка, и сегодня эти педагоги преподают его на базе этого утвержденного куррикулума. Следующим шагом, который был именно под эгидой министерства, это разработка хрестоматий, в которых тоже участвовал и научный центр Гагаузии. Мои коллеги, историки, этнографы подготовили очень серьезный материал, который в сжатом виде позволит и болгарам, и украинцам, и ромам, и евреям, и русским понять, кто такие гагаузы. Краткая история переселения, краткая информация по всем важным праздникам, по всем выдающимся личностям, краткая информация по населенным пунктам. И сегодня, когда человек, допустим, проживая в Единцах, откроет книгу по истории и культуре народов Молдовы, он увидит конкретную главу про гагаузов. И это очень актуально сегодня. Почему далеко идти? Многие не приезжают к нам в территорию, потому что они не знают, есть ли у нас таможня, у нас единая ли валюта, на каком языке говорят здесь, есть ли у нас таможня. Это такие простые вещи, которым сегодня не владеют даже граждане Республики Молдова. Поэтому наша задача совместно дать правильную информацию о гагаузах, о том, что такое особо-правовой статус Гагаузии, чем это отличается от районов Республики Молдова и чем отличаются гагаузы от молдаван, украинцев, ромов, там, русских, которые проживают в Республике Молдова. Поэтому это системный подход. Но вот как я говорю, что толчком всего все-таки должно быть правильная постановка вопроса. Всегда любая задача должна решаться на уровне страны и спускаться уже на уровне регионов и, конечно же, автономий. Мы выходим с серьезными, хорошими инициативами. И я думаю, что если это будет открыто,
этот диалог будет правильный, этот диалог будет, как мы говорим, равноправный, то тогда и продукты, тогда и результаты будут общие. Потому что нам, в принципе, делить нечего. То есть и культура, и язык – это то, что является богатством нашей страны. Поэтому сегодня говорить на уровне страны о языке гагаузов, это значит говорить о правильной политике внутри страны, о поддержке населения страны. Ирина Анатольевна, вот самый простой обывательский вопрос, потому что научный центр издает достаточно большое количество публикаций, но они недоступны широким массам. Согласна. Не знаю, возможно, из-за того, что тираж маленький, или, может быть, есть ограничения есть для политика. Государственных органов, Да. которые там... Но люди, я знаю, что очень многие, даже те, кто приезжает, гагузы, которые проживают в других странах, все интересуются, но нигде нельзя приобрести. Почему не решается в том числе и такая проблема? Я вам скажу так, эта проблема обсуждалась на уровне и исполнительного комитета, и Народного собрания Гагаузии, неоднократно обсуждалась очень часто в различных, вы видите, соцсетях. Вот они не решают этот вопрос, они не заинтересованы в этом, вот столько денег выделяется на издание книг, почему они нету в продаже в свободном доступе и так далее. Сегодня нужно говорить, как, я хочу сказать, наверное, ответить на этот вопрос, как человек, который работает в государственной структуре, который, наверное, распоряжается бюджетными деньгами наших налогоплательщиков и который отвечает по закону по его использованию. Сегодня любая публикация, которая находится на этом столе и издана научно-исследовательским центром Гагаузии, это бюджетные деньги налогоплательщиков. Есть комиссия, которая определяет, какую книгу нужно издавать, в каком количестве и куда эта книга пойдет. То есть в общей массе все эти публикации уходят в библиотеки учебных заведений, библиотеки сельские и городские, музеи Гагаузии. То есть все бюджетные учреждения, которые имеют открытый доступ для граждан Гагаузии, для того, чтобы каждый мог зайти, попросить книгу, открыть, прочитать и знакомиться. Что касается распространения в платном варианте этого всего, это должно быть трехсторонний договор. Например, сегодня книжный магазин или любой другой экономический агент страны, который захочет одну из этих книг издать и продавать, он должен просто обратиться в научный центр. Мы заключаем трехсторонний договор, даем ему право на издание, на переиздание этой публикации совместно с той типографией, в которой мы издавали эту книгу. И он продает эту книгу. То есть тут ничего сложного нету. Тут вопрос только в заинтересованности экономических агентов в этих книгах. Например, то есть, у нас простым есть языком речь идет о частно-государственном партнерстве. Именно так. Потому что мы сегодня за государственные деньги не имеем права продавать ни одну из этих публикаций. У нас есть хорошая такая практика по книге «Традиции питания» гагаузов. Мы издавали ее в Кишиневе. Вот это очень красивая такая яркая книга. Вы знаете, что наподобие такой книги было по традиции питания молдаван. И очень довольно-таки востребованный продукт. Когда мы эту книгу дали в публикацию, наше издательство, Лексан-Прим, Эдуард Патынга, вышел к нам с инициативой и сказал: вы знаете, мы имеем хорошую практику продажи популярных книг по Молдове. Мы сотрудничаем с серьезными именно книжными магазинами, которые заинтересованы в продаже хороших книг. Дали бы вы нам право, чтобы мы эту книгу переиздали тоже в 300 экземпляров для продажи? Я сказала: конечно. Мы бы с ним подписали соглашение о том, что мы даем им право на переиздание этой книги для продажи. То есть, если здесь в нашей книге написано, что эта книга издана из фонда по спасению гагаузского языка, из бюджета Гагаузии, то на той книге этого нету. Написано, что она издана при финансовой поддержке, там, например, Лексан-Прим для продажи и все. То есть, это очень легко. Когда возникает вопрос, допустим, переиздания каких-то книг авторского плана, да, то есть тут идет переговоры уже конкретно с автором этой книги, если мы говорим о каких-то романах, стихах, там, я не знаю, поэмах или еще чего-то. Тут конкретно идет просто диалог между автором или его
обладателем авторского права этой публикации, опять же с издательством и с экономическим агентом. Это тоже легко. Поэтому я думаю, что любое... То есть, вот если резюмировать вот эту часть, потому что, ну, этот вопрос, и очень он вызывает и актуальный, критики, и актуальный. Очень актуальный, то есть, если очень в нужный. Гагаузе есть заинтересованные люди, предприниматели, которые хотят не только как бы помочь, но и в том числе, возможно, и заработать, а почему то они нет? должны Понятно. обратиться в научный центр, получить все, что согласие. касается наших публикаций, мы вообще никакой не имеем претензий. Мы с большим удовольствием предоставим такую возможность, заключим трехстороннее соглашение. И я вам скажу, что мы даже не просим никаких дополнительных там 5%, 10% прибыли для научного центра, для того, чтобы мы это все вот давали возможность на переиздание. Наоборот, мы с большим интересом хотим, чтобы все это тиражировалось, продавалось, было в доступе для того, чтобы люди могли пользоваться. Что касается, допустим, наших публикаций, да, то есть мы даем ему доступ не только в библиотеке, но мы даем в электронном формате доступ, для скачивания даем PDF-версию. И любой, кто хочет ее, допустим, у себя дома распечатать на цветном принтере, например, вот мы делаем очень много таких продуктов для детей. Вот, видите, здесь алфавит, то есть изучение гагаузских букв. Допустим, файдалы достлар — это красивые овощи. Сейчас у нас в этом году выйдет по фруктам очень красивый такое же учебное пособие. Мы говорим, допустим, о православной азбуке, тоже очень интересный продукт, который повышает, как говорится, интерес к православию и так далее. И такие продукты, которые легко можно даже дома взять, просто скачать и распечатать для своего ребенка. Пожалуйста, мы никогда не противимся, наоборот, она у нас в открытом доступе на нашем сайте gbm.md. В этом году мы запустили новый сайт, новую версию нашего сайта, она более интересная, более информативная, наверное, более-менее отвечает современным требованиям, и все, что связано с научным центром, можно найти на нашем сайте. Мы запустили, я говорю, что вот ряд еще продуктов, которые делаются научным центром. Вы знаете, у нас есть очень хороший сайт «Литературная карта Гагаузии» glk.md. Там прям по каждому населенному пункту можно найти и автора, и библиографию этого автора, и немножко короткой информации о населенном пункте. И все публикации этого автора тоже можно найти, скачать. Конечно же, мы ставим на сайт только те PDF-версии, которые зависят от нас, те, которые мы запрашиваем у авторов и дают нам право, мы тоже их скачиваем и тоже прикладываем туда. Многие, конечно, отказываются, считают, что они, может быть, в коммерческих целях как-то будут использовать эти свои материалы. Это их право. Вот, или, допустим, мы, говорит, распространяем их только через продажу и так далее. Поэтому мы туда, конечно, в эту политику лезть не можем. Но и мы, научный центр, и управление культуры Гагаузии, и управление образования Гагаузии, все, что издается за счет бюджета, все доступно, транспарентно на сайтах опубликовано и в свободном доступе для всех читателей, кто заинтересован в литературе на гагаузском языке. Если говорить о планах и перспективах, потому что вот еще одна такая болезненная тема — это вопрос истории гагаузского народа, потому что говорят много на протяжении уже нескольких десятков лет, и, в общем-то, есть отдельные учебные пособия и какие-то попытки, но сказать серьезно о том, что вот есть с самого начала, допустим, и до сегодняшних дней таких трудов по сей день нет. И в чем проблема? Я знаю, что мы с вами говорили как-то на эту тему. В том числе есть и проблема организационного плана, потому что нужно привлекать экспертов из разных стран, работать в архивах. То есть понятно, что это не работа одного дня. Но, в общем-то, и почти 30 лет гагаузской автономии и гагаузского самосознания, скажем так, тоже не маленький срок. Есть ли определенные подвижки в этой части? И когда примерно могут гагаузы ждать того, что появится там, я не знаю, 3-4 тома там истории гагаузского народа с древних времен до современного. Давайте говорить так. Если помните, я 3 года назад то же самое сказала о том, что сегодня, если мы говорим вообще о появлении этноним Гагауз, то есть это 1700-е годы. Вот буквально в этом году Степан Степанович Булгар завершает книгу по этнониму Гагауз. Это очень серьезный труд, над которым он работает, наверное, уже на протяжении 10 лет. И по крупицам мы собираем
переписываемся с выдающимися историками, которые занимаются гагаузской тематикой, историей тюркских народов. Мы собираем вот по крупице, как сказать, название, где вообще как-то что-то можно связать с словом гагауз. И в этом году выйдет эта книга, но мы приняли решение так, чтобы не сидеть на месте и не ждать, когда появится где-то информация или возможность о событиях исторических, связанных с гагаузами, мы пойдем от малому к большому. И сегодня, наверное, самое важное и необходимое для научного центра – это дать литературу для педагогов, которые преподают историю. Вот, поэтому мы издали сборник обзорно-тематических лекций по истории гагаузов, которые имеют определенную периодизацию. Вот я вам покажу сегодня эту книгу, мы ее буквально недавно презентовали. Это вот первый такой сборник, сейчас готовится второй сборник. Здесь очень серьезные публикации, вопрос этнических историй гагаузов, например. Из истории гагаузов Буджака 19 столетия. О значимости фактора православной идентичности, допустим, о развитии национального самосознания гагаузов конца 19-го, начала 20 века, участие гагаузов в политических процессах Бессарабии, потом советский период, национально-культурное развитие гагаузов 57-61 годы и так далее. Вот такого рода тематические лекции подготовлены на двух языках, на русском и на гагаузском языке. Также сюда мы включили, видите, эти тематические лекции как дополнительный материал для педагогов, это с QR-кодами видеолекции, которые можно включить, показать, рассказать воочию с хорошей презентацией для своих учащихся. Здесь в этом сборнике составителем является Виталий Бойков и Иван Думиника. То есть это историки, которые довольно-таки долгое время себя зарекомендовали как одни из лучших историков в Молдове. В том числе здесь присутствуют лекции видных ученых в области истории, в том числе и гагаузоведения, потому что это очень важно, потому что историю пишут историки, но есть историки, которые вообще не занимались никогда гагаузоведением, тоже много знают о гагаузах. Конечно же, мы рады, когда гагаузов обсуждают, когда о гагаузах говорят, но мы хотим, чтобы это было на профессиональном уровне, чтобы об этом говорили люди, которые на самом деле работают в архивах, которые на самом деле работают с документами и работают с людьми. Вот в этом году выходит у нас книга по депортации гагаузов. Это наш первый проект со Светланой Капанжи. Вот, это работа серьезная в архиве, Национальном архиве Республики Молдова. И мы говорим о людях, которые именно гагаузы и гагаузские населенные пункты, потому что наша задача является выявлять все факты, касающиеся истории гагаузов, неважно в какой период, неважно в какое время, но это должны быть конкретно люди, которые относятся именно к гагаузскому народу. Следующий проект, это будет еще такой набор открыток, касающийся депортированных примаров. То есть вы видели, может быть, несколько было выставок, посвященных этому, но мы, как научный центр, не хотим ограничиваться только какими-то выставками, а мы хотим дать конкретный продукт для библиотек, который будет повсеместно использоваться именно в образовательных учреждениях автономии. То есть еще ряд таких шагов мы предпринимаем, которые являются определенной ступенью, которая наращивает вот эти вот слои знаний по истории гагаузов. Что касается древности, это очень сложно. Если мы говорим о этнониме 1700-е годы, мы никак не можем пойти там, года до нашей эры. То есть мы сегодня не можем писать о том, чего мы не видим, чего мы не ощущаем, чего мы не читаем и что не подтверждено документально. Я и в прошлый раз говорила, что сегодня научный центр не имеет права писать легенды. Это не наша, как говорится, специфика. Наша специфика писать и доказывать то, что мы написали, это правильно, это правда, и оно подтверждено документами, фактами. Конечно же, мы тоже хотим. Вот буквально в прошлом месяце была очень большая, хорошая конференция. Вы знаете, что с Турции, с Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана
приезжали сюда ученые, видные деятели, которые 3 дня плодотворно поработали на площадках Камрадского госуниверситета и научно-исследовательского центра Гагаузии. Одна из площадок была посвящена Михаилу Чакиру, его наследию. Вот. И это, наверное, тот сегмент, который сегодня, опять же, научный центр взял под себя. И чакироведение является одним из направлений деятельности научного центра. В этом году по случаю 165-летия, вы знаете, мы делали круглый стол. И дальше продолжаем изучать наследие Михаила Чакира. Это тоже одна очень важная веха в истории гагаузов. И буквально, наверное, на этой конференции мы обсуждали, что когда говорят о том, что гагаузский язык исчезнет, то мы даем в опровержение сразу же труды Михаила Чакира. Мы говорим о том, что сегодня письменные источники, которые есть у нас, позволяют дать возможность гагаузскому языку жить неопределенное количество времени. То есть сегодня создано все для того, чтобы гагаузский язык существовал столько, сколько он хочет существовать. И мы даем возможность и все инструменты для того, чтобы гагаузский язык изучали не только гагаузы, но и молдаване, и русские, украинцы. И буквально вот, наверное, скажу, может быть, будет не очень скромно, но очень, наверное, отрадно для нас, когда мы еще в далекие 16-е годы с Петром Михайловичем запускали курсы гагаузского языка с малых групп по 15-20 человек. Сегодня мы уже проводим онлайн-курсы 3-й год от уровня А1 до уровня Б2. И буквально вот месяц назад завершились курсы А1, было 2 группы. Если у нас дается финансирование по фонду спасения гагаузского языка для одной группы А1, одной группы А2, одной группы Б1 и Б2, то сегодня мы за счет своих возможностей, за счет бюджета научного центра открыли еще одну дополнительную группу А1 и А2, потому что на один курс записалось более 160 человек. И когда мы говорим о ареале вот этих всех курсантов, которые желают изучать гагаузский язык, он очень широк. Сегодня это не гагаузы Гагаузии. Это сегодня гагаузы и Украины, это сегодня немцы, это сегодня французы, это сегодня испанцы. Это люди, которые говорят на русском языке, но являются этническими, народом другой страны. И они с большим удовольствием имеют интерес к изучению гагаузского языка. И я считаю, что вот это тот, наверное, результат, которым мы должны гордиться. О том, что гагаузский язык становится популярным. Да, то, что касается распространения его, над этим надо работать. И это не только команда научного центра, не только команда управления образования и управления культуры. Мы провели анализ, как мы говорим, действия, наверное, закона о расширении сферы применения гагаузского языка. Я скажу только на его, наверное, результат на научном центре. С 19 по сегодняшний день мы издали более 50 тысяч книг на гагаузском языке. Вот. Из этого всего мы дали более 2000 ответов на заявок о переводе на гагаузский язык, документов, названий учреждений, там, различных каких-то там переводов, коротких текстов и так далее, которые делает научный центр, отдел терминологии именно по заявкам. Мы провели курсы гагаузского языка более чем для 500 желающих изучить гагаузский язык. Это люди не только из Гагаузии. Сегодня мы ставим перед собой задачу открыть лингвистический центр. Вы знаете, что мы открыли на базе научного центра центр популяризации гагаузского языка имени Иваны Дмитриевны Банковой. И это хорошая площадка, где может любой педагог прийти со своим классом, провести урок. Там есть очень хорошие возможности показать интерактивные учебники, использовать интерактивную доску, использовать инструменты, которые есть у нас для того, чтобы заинтересовать ребенка в гагаузском языке. Вот сейчас мы запустили с прошлого года, вы знаете, что очень хорошая программа по возрождению национальных игр гагаузов. Вот в прошлом году мы провели очень хорошие обучающие тренинги для учащихся первых, вторых, третьих, четвертых классах по игре Куран.
Вот сейчас в этом году мы заказали очень красивый, вы видите, я сегодня пришла, хочу продемонстрировать, очень красивый набор «Пырылдак», тоже национальные традиционные игры гагаузов. Петр Капаклы является, наверное, главным таким партнером научного центра в продвижении таких игр. Он создает очень красивые продукты по нашим совместным эскизам. И оно красиво, оно интересно, оно заманчиво для детей. Мы хотим в детях Гагаузии развить командный интерес, командный дух и вот эту гордость за то, что он является этническим гагаузом. А как мы это можем сделать? Только вот такими хорошими примерами из прошлого наших предков, из тех вещей, которые есть в архиве, но которые не используются в повсеместной жизни. В этом году мы издаем из серии гагаузоведения завершающий 2 тома, посвященные трудам Машкова. Валентин Александрович Машков — это, наверное, один из немногих исследователей, который впервые открыл гагаузов для всего мира. Вот, и вместе с Радловым они очень серьезные публикации издали, именно посвященные гагаузам, которые есть на многих языках, в том числе на немецком, на английском. И благодаря вот этим публикациям многие узнали вообще о гагаузах. Поэтому мы работаем, мы ставим перед собой очень амбициозные цели. Да, у нас молодая команда, но у нас команда, которая постоянно привлекает новых и новых людей, которые хотят работать, которые любят работать и которые не смотрят на гонорар. Потому что сегодня в сфере науки нет больших зарплат. Если мы говорим о том, вот они сидят на бюджетных деньгах, они там кучу денег зарабатывают, вот эти куча денег — это 0,5 ставки 4000 лей, а целая ставка для завотдела — это 10 000 лей. Если убрать еще налоги, чтобы вы понимали сегодня, то это вообще получается мизер. И у нас практически нет людей, которые на 2, на 3 работах работают. Потому что заниматься сегодня системно наукой, это нужно заниматься конкретно одной тематикой днем и ночью. Нужно жить этой темой. И я очень благодарна своим коллегам, которые, ну, наверное, отвечают каждый раз на мои вызовы, на новые продукты, на новые партнерства спокойно, с пониманием, понимают, что это новые нагрузки, но они понимают, что если мы это не сделаем сегодня, это не сделает никто другой завтра. Вот последним проектом, который я, наверное, хотела бы сказать, это визуализированный словарь, многоязычный словарь. Очень красивый, хороший продукт, который будут тиражироваться в большом количестве и будет поддержано агентством ТИКа. Это совместный наш проект с Министерством образования и исследований. В чем отличие? О том, что тут 5 языков, он очень красивый, красочный, рассчитан на детей. Помимо этого, новшества, там есть тесты, там есть короткие тексты тематического характера, сам словарь тематический. И в конце каждому слову есть звуковой файл, для того, чтобы услышать, как это слово звучит на гагаузском, на английском, на румынском, на болгарском. В следующем году мы уже работаем над этим проектом, мы завершаем его, это будет разговорник многоязычный. Опять же, для всех людей, которые проживают не только в Гагаузии, но и будут использовать все эти 5 языков. И именно в контексте многоязычного образования это будет такой вот продукт, который востребован вот сейчас и сегодня для всех наших учащихся. Много еще есть чего говорить, потому что мы работаем над рядом разработки мобильных приложений по различного рода образовательным контентам. Сейчас мы работаем совместно с турецкими партнерами по созданию хорошего контента для молодежи, для детей, ориентированных до 10-12 лет, по озвучиванию сказок гагаузских. Это очень современный, хороший будет контент. Турецкая республика это очень хорошо уже использует, и мы хотим, чтобы эта программа была и у нас доступная для всех, кто хочет это сделать. Еще ряд других проектов, которые ставим в приоритет, и приглашаем всех, кто имеет большое желание работать с нами, чтобы наша команда, которая хочет сделать полезное для Гагаузии, расширялась с каждым днем. Еще один, наверное, проект скажу, это
очень такой интересный проект, но сложный, объемный. Это электронная энциклопедия гагаузов. Очень сложный проект, но программу мы написали, мои коллеги создали красивый, хороший сайт. А сейчас мы привлекаем ученых, которые пишут о гагаузах, различные тематики, несмотря не только история, этнография, языкознание, это может быть экономика, это туризм, может быть, это, я не знаю, может быть физика, химия, может быть география. То есть все, кто когда-либо писал о гагаузах, научные статьи, научно-популярные статьи, образовательные какие-то публикации, мы приглашаем всех в научный центр, чтобы они дали нам право его опубликования на этом сайте, для того, чтобы этот сайт был такой вот хорошей, доступной информационной платформой для изучения гагаузов, потому что сайт переводится на 4 языка. Мы для себя приняли таким важным моментом в этом плане, чтобы сайт был на гагаузском, обязательно должен быть с переводом на румынский для наших граждан Республики Молдова. Это будет английский, это будет турецкий, и если вот сейчас у нас получится договориться с партнерами, это будет немецкий язык. Поэтому, конечно же, сейчас, исходя из современных технологий, очень легко переводить очень много статей на другие языки мира. Но что касается гагаузской тематики и терминологии гагаузского языка и восприятие, правильный перевод смысловой нагрузки гагаузских слов, то тут, конечно, сложно. Поэтому просто так закинуть любой текст в искусственный интеллект, перевести на язык невозможно. Нужно обязательно привлекать редакторов для того, чтобы это было корректно, понятно на языке носителя другой страны. Вот, поэтому сложный период, но я думаю, что мы справимся с этой задачей. Я горжусь своей командой, я горжусь теми людьми, которые, наверное, себя отдали науке, которые хотят заниматься исследовательской деятельностью. И я считаю, что у Гагаузии, у гагаузского народа очень хорошее будущее, несмотря на проблемы, потому что не только у гагаузов есть проблемы. Проблемы есть везде. А вот политики должны решать политику, а научные деятели должны заниматься наукой, созидать, участвовать в конференциях. И чем шире круг общения на таких мероприятиях, тем больше шансов нас услышать, нас увидеть и быть равноправными партнерами в различных проектах. Я благодарю вас за то, что вы приняли наше приглашение. Ну, в общем, как бы хочу вам выразить готовность, что если вы будете иметь желание, то мы готовы предоставлять площадку для того, чтобы вы говорили о результатах вашей работы. Ну, потому что, ну, как оказалось, в общественном пространстве мало информации от того, что вы делаете. Возможно, что здесь не только недоработка масс-медиа, но и в том числе где-то есть и некоторые недоработки со стороны научного центра, чтобы доводить до более широкой общественности результаты вашей работы. Ну, я скажу так, что, вы знаете, с одной стороны, когда слушаешь передачу и тебя критикуют, обидно, потому что люди критикуют, не зная изнутри, что происходит, хотя у всех есть возможность, потому что это государственное учреждение, двери которого с 8 до 5 открыты, и мы всегда готовы предоставить любую информацию, которая необходима по научному центру, в том числе мы отвечаем на депутатские запросы, когда они поступают, и мы открыты не только для сотрудничества, мы открыты для информационного пространства, мы готовы для какой-то помощи любому жителю Гагаузии, потому что многие приходят к нам, просят редакторской помощи, поэты, писатели, говорят, мы вот создаем хорошую книгу, мы хотим красивые иллюстрации, помогите нам, покажите нам. Вот, поэтому сейчас вот буквально недавно у нас был разговор, мы хотим Джемрек фильм, то, что вы знаете, это гагаузский наш мультфильм, мы хотим применить его в своей работе. Мои коллеги сегодня работают над созданием очень хороших учебных пособий по гагаузскому языку и литературе, и мы хотим, чтобы вот этот вот мультфильм герои этого мультфильма вошли в основу вот этой вот хорошего учебного пособия, которое будет приятно для ребенка, потому что он видит этого героя у себя на экране, он влюбляется в него, он интересуется его жизнью, и там очень интересный, красивый контент на гагаузском языке, поэтому мы хотим, чтобы таких продуктов было больше для детей.
Мы хотим, чтобы эти продукты были внедрены в образовательный процесс, и в том числе и должна быть конкретная роль научного центра в этом плане, для того, чтобы промовировать этих героев. Ну а нашим творческим людям, ученым, исследователям, в том числе и представителям журналистского общества, мы хотим сказать, что только в сотрудничестве, только в дискуссиях и только в полезных, наверное, вот в полезном общении мы можем реально сделать пользу не только для себя лично, для своей рекламы, но мы можем сделать очень полезную пользу для общества, для наших детей, для будущего Гагаузии и для будущего вообще всех гагаузов, которые живут в различных странах мира. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей программе. Напомню, что вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы говорили с директором научно-исследовательского центра Гагаузии имени Марии Васильевны Маруневич, Сигиной Константиновой, о результатах работы научного исследовательского центра и о перспективах сохранения и развития гагаузского языка. Оставайтесь с нами на LoveMD, не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях.